Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Принят республиканский бюджет Абхазии на 2025 год. Омбудсмен представила парламентариям отчет о работе итоги первого заседания весенней сессии парламента Абхазии. Выявлено более 245 тысяч административных нарушений, камеры фото и видеофиксации на дорогах Абхазии. Аспирант Сабина Смыр работает над диссертацией, посвященной изучению генетических маркеров у этнических абхазов. Начнем с официальной информации. Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба состоится 2 апреля, сообщили журналистам в администрации главы государства. Гунба одержал победу на президентских выборах 1 марта. Принят во втором окончательном чтении республиканский бюджет Абхазии на 2025 год. Омбудсмена Анна Скишмария представила парламентариям отчет о работе аппарата уполномоченного по правам человека в 2024 году. В том числе прокомментировала широко обсуждаемые в обществе случаи нарушения прав граждан республики. 12 марта состоялось первое заседание весенней сессии парламента Абхазии. Репортаж Рады Чачава. В повестке первого заседания весенней сессии парламента республики было заявлено 10 вопросов, в том числе утверждение республиканского бюджета на 2025 год, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2024 год и ряд земельных вопросов. Вопрос номер 4 об установлении перечня объектов республиканской собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации, а также номер 7 о даче согласия Кабинету министров Абхазии на перевод земельного участка в селе Адюбжа из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов были сняты с повестки ввиду необходимости доработки проектов. Началось заседание с представления подробного отчета о проделанной за 2024 год работе аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Так, в 2024 году на имя уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия поступило 103 письменных и устных обращения. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился. За отчетный период в аппарат уполномоченного поступило на 39 обращений больше. Из числа обратившихся 63 граждан получили соответствующие устные разъяснения, юридические консультации и рекомендации относительно того, в какие органы им необходимо обратиться для разрешения вопроса. 40 обращений поступило в письменном виде, из них 3 было коллективными. Наиболее актуальными, по словам омбудсмена, стали проблемы домашнего насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. Как поделилась Анна Скишмария, были разработаны ряд рекомендаций для изменения законодательства в части защиты прав женщин. Одной из важнейших проблем, которая становится все более актуальной, является проблема семейно-бытового насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. В 2024 году обращения по данной проблеме в аппарат уполномоченного участились. Для привлечения внимания общественности к проблеме домашнего насилия и поиска способов решения этой проблемы аппаратом уполномоченного по правам человека в течение отчетного периода были проведены круглые столы и рабочие встречи, посвященные обсуждению данной темы. По итогам такой деятельности экспертно-аналитический отдел аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия разработал предложение по совершенствованию законодательства, направленное на борьбу с семейно-бытовым насилием. Мы рассчитываем на то, что данные предложения будут рассмотрены парламентом Республики Абхазия и в дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты. Полную версию репортажа смотрите после выпуска новостей. В Абхазском культурном центре в Анталии состоялось открытие бюста, посвященного первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Его автор – скульптор и дизайнер, проживающий в Анталии Эмир Трабш. Во время открытия скульптор отметил, что работа доставила ему большое творческое наслаждение, но в то же время его переполняли чувства печали из-за того, что Владислав Григорьевич Ардзинба так рано ушел из жизни. Эмир Трабш также сообщил, что намерен изготовить множество подобных памятников и передать их в Абхазию, чтобы они стали подарком для каждой школы страны. На церемонии открытия памятника приняла участие профессор АГУ, журналист Екатерина Бебия.
Yo, mama, yürüyeceğini yağmurda yani. Yunus kuşalan. Яшина, Sürüşte de sızgıraydı. İnançta. Subhanallah biz akarsak. Информация правоохранителей, камеры фото и видеофиксации выявили более 245 тысяч административных нарушений на дорогах Абхазии в 2024 году. Об этом на совещании с исполняющим обязанности министра внутренних дел Робертом Киут сообщил начальник профильного управления Эдуард Сергинава. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. В Министерстве внутренних дел прошло совещание по вопросам деятельности подразделения управления ГАИ по фото- и видеофиксации. Согласно статистическим сведениям, предоставленным начальником профильного управления Эдуардом Сергинава, за 2024 год камерами фото- и видеофиксации было выявлено 245 697 административных нарушений. Однако большую часть постановлений вручить водителям не удалось ввиду ряда объективных и технических проблем. Данная ситуация будет изменена в кратчайшие сроки с введением в эксплуатацию новых аппаратно-программных комплексов и камер фото- и видеофиксации и увеличением количества рубежей контроля на республиканской трассе. Единственная у нас проблема это в администрировании. То есть мы не можем в полном объеме обеспечить выявление. Выявление есть, а, как говорится, вручение постановлений. То есть вот это у нас проблема. И Беслан Русланович, у нас проблема еще, мы поставили от ПСОВ до Бзыби, у нас стоят камеры. Но, к сожалению, великому, там у нас нигде нет рубежа контроля. Многие граждане сегодня от Бзыби до ПСОВ ездят, не проезжая Бзыбский пост, там, где у нас стоит рубеж контроля. То есть, соответственно, я считаю, что это немалое количество людей. Я вам скажу так, помимо этого есть оперативные сведения, то, как население само говорит, нам эти камеры ни почем, потому как мы в Бзыбский пост не проезжаем. Ездят как хотят. То есть наличие их, это фактически распространяется на тех людей, которые выезжают за определенные границы. Я считаю, что нам необходимо запланировать мероприятия по выявлению нарушителей именно в этой зоне. Как мы это будем делать, я жду предложения. Но это должно быть системно. Я предлагаю в неделю минимум 2-3 раза мы будем проводить с применением вот этих мобильных комплексов мероприятия на участке от Гагры до Псола. Может быть, мы, Холодная речка, да, будем задействовать пост Холодная речка, там на один день мы его задействовали, будем работать только в этом направлении, тем самым мы будем выявлять тех, кто уклоняется от поручения. Тогда надо будет усмотреть возможность привести в порядок этот пост и хотя бы по графику определенному 1 раз или 2 раза в неделю нужно будет там проводить рейдовые мероприятия, именно направленные на выявление этих нарушителей. Существенное снижение нарушений скоростного режима на дороге. Наверное, это все-таки отражается в целом на статистике погибших. У нас, вы знаете, в этом году, я скажу так, неплохие показатели в этом направлении. Их надо удержать. Их не то, что надо удержать, их нужно улучшать. Улучшать, и только вот этими комплексами мы сможем чего-то добиться. У нас сегодня 23 камеры, получается, от Сухума до Псов. И плюс сейчас мы начнем устанавливать в восточной зоне эти камеры. Плюс нам удалось найти понимание по еще 14 камерам, которые мы отремонтировали. В Гудаутскую сторону, то есть западную часть Абхазии, нам необходимо будет еще дополнить камерами в обязательном порядке. Ну и распределить этих 14 камер, тоже распределить рационально в оба направления. Также для усиления работы по данному направлению будут приданы дополнительные силы сотрудников госавтоинспекции. Планируется ввод 2 новых рубежей контроля на постах Гаешера и Кодор, а также установка мобильных комплексов. С внедрением системы в патрульных экипажах начнут функционировать мобильные комплексы, которые будут выявлять нарушителей в потоке транспортных средств. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут поручил всем профильным подразделениям усилить работу для достижения максимального результата.
Мы продолжаем цикл о молодых аспирантах. В этот раз наш корреспондент Алиса Адлиба отправилась в научную лабораторию иммунологии и вирусологии Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Здесь научные исследования генетических маркеров у этнических абхазов проводит аспирант Сабина Смыр. Сабина Смыр – молодая аспирантка, которая хочет внести вклад в практическую медицину. Ее диссертационная работа посвящена исследованию маркеров долголетия у абхазов в сравнении с другими этническими группами. Ну, наверное, все началось с моей дипломной работы, которая была тоже в этом направлении, по этой тематике. И после окончания университета я начала работать в нашем институте, так как изучение механизмов старения – это достаточно интересная тема, изучение причин старения и поиски путей активного продления, активного долголетия – это современные, достаточно актуальные проблемы современной биологии и молекулярной медицины. Это исследование проводится совместно с кафедрой биологии Башкирского государственного университета и Уфимским институтом биохимии и генетики. У них одна из самых технологичных лабораторий России. Диссертация Сабины направлена на выявление предрасположенности абхазского этноса к тем или иным патологиям. Работы такой направленности позволяют со временем давать рекомендации по ведению пациентов в Абхазии. Тема моей диссертационной работы – сравнительное исследование маркеров долголетия у геронтов-абхазов в сравнении с другими этническими группами. Уже получены какие-то определенные предварительные выводы, но об окончательных выводах пока рано говорить. Как я уже говорила, что ряд каких-то определенных выводов уже достигнуты, и на основании полученных данных впервые мы смогли характеризовать в этнической группе абхазов гены метаболизма кислорода. И анализируя полученные нами данные и данные, которые имеются в литературных источниках, мы можем сделать вывод о том, что данные частоты аллелей и генотипов варьируют в разных этнических группах, и популяция абхазов, именно то, что касается данного гена, оказалась схожа с популяциями татар, башкир, колумбийцев, японцев, нигерийцев. Работа еще не завершена. Сбор биоматериала продолжается. Выборка здесь очень строгая. Участниками должны быть абхазы в третьем поколении и не менее 120 пациентов из определенной возрастной группы. Чтобы получить данные, Сабина Смыр с сотрудниками научно-исследовательского института выезжает в разные районы Абхазии в поисках представителей различных возрастных групп. В особенности важны долгожители, то есть люди, которым сегодня за 90 лет. Как я уже говорила, в мою работу, в мое исследование в основном входят геронты, это люди, прошедшие 90-летний рубеж. И понятно, что многим из них тяжело, трудно добраться сюда, поэтому мы сами ездим к геронтам, знакомимся, общаемся с ними, осуществляем забор биологического материала на дому. При взятии венозной крови мы используем современные вакуумные системы для того, чтобы минимизировать какие-то преаналитические ошибки. После взятия биоматериала для транспортировки его мы используем специальные термосумки с холодогенами, которые позволяют в целости и сохранности довести наш биоматериал по лабораториям. А часть биоматериала мною маркируется и замораживается с целью дальнейшего исследования, потому что некоторые манипуляции, особенно касаемые генетической части, к сожалению, мы не можем выполнить здесь, в Абхазии, из-за отсутствия дорогостоящего оборудования. И этот биоматериал будет направлен, мы отправимся в Уфу. Кроме того, Сабина Смыр преподает вирусологию в Абхазском государственном университете. Она каждый раз повышает свои навыки, изучает что-то новое, чтобы поднять интерес к предмету у других молодых специалистов. Преподавательской деятельностью я начала заниматься относительно совсем недавно. Перед каждой лекцией, естественно, я сама работаю над собой, работаю над большим количеством литературы, чтобы суметь подготовить максимально интересные лекции, презентации. Надеюсь, в доступной и форме смогу донести всю информацию касаемого данного предмета своим студентам. Сабина также рассказала нам, каким видит будущее геронтологии в Абхазии.
Ну, это направление популярное. Я считаю, что с 2017 года наш институт проделал немалую работу. За этот период опубликовано ряд статей, работ. Мы принимаем участие в различных конференциях, выезжаем на различные площадки. Уже имеется ряд полученных данных по иммунологическим параметрам, по референсным интервалам. И они будут публикуются в различных российских и зарубежных журналах. И могут быть использованы не только нами, но и нашими коллегами. И мы живем в постоянно меняющемся мире, и поэтому всегда можно найти что-то новое. И поэтому данная тема, она всегда будет актуальна и будет иметь потребность в дальнейшем ее развитии. Тем более Абхазия, это всегда считалось издавна признанным регионом долголетия. Конечно, работы Сабины Смыр не являются панацеей от всех болезней, однако со временем они могут помочь выявить важные факторы при борьбе с серьезными заболеваниями. Важен и технологический подход, ведь в совместных исследованиях с российскими учеными задействованы самые передовые технологии. Алиса Атлеба, Сандро Облоти, Абаза ТВ. Туризм и сотрудничество. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазии могут быть отменены в ближайшее время. Минэкономразвития России ждет позицию МИД Российской Федерации, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет, сказал он. С инициативой по отмене рекомендаций Минэкономразвития выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, ответив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов. Даты и люди. 13 марта 1904 года в селе Кутол родился абхазский поэт Иоа Когония. Он прожил всего 24 года, но успел создать произведения, которые стали образцами для абхазской литературы. Впервые Когония напечатался в 1920 году в газете «Апсны». В Сухуми он создал литературные и драматические кружки. Из-под пера автора вышли такие поэмы, как «Абаата Беслан», «Навеем Зауч», «Хмыч Охотник», «Ашуба Данакей» и «Бакук» и другие. Сара сымҩа Иоа Когониа. Сымҩа маҷым ихароуп, сгәы иҭақәоугьы акрырҭахқәоуп, сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп, саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп. Сааигәа сигәа цәашьқәақәоит, саԥхьа сымҩа лашауеит, схи сыхшыҩи сныҟәарҵоит, сымҩа сахымҟьошәа сдырбоит, сымҩахыҵыр саанхаӡоит, сҳәа саҟәыҵыр ԥхашьароуп, сыздыругьы рацәаӡоуп, сызрыхәамԥшо саанхаӡоит, сҽыззыскызгьы уамаҭахоуп, саналагах инагӡатәуп, сыгәҭыхақәа зегьы ҩтәуп, дара урҭгьы рацәаӡоуп, сҩызцәа сԥызцәа жәпаҩӡоуп, са сазызго рацәаҩуп, сгәазгаршәны сеихалап, сымҩа сықәыз ԥхьасцалап, ашәҟәбӷьыцқәа аасырҳәуап, сгәы иҭашәогьы зегь сыҩлап, сымҩа сықәыз ԥхьасцалап, сгәы меицәажәкәа снеихалап. 13 марта 1950 года родился генерал-майор, кавалер ордена Леона Заканбей Нанба. Ему исполнилось 75 лет. С первых дней войны 92-93 годов Нанба был в должности командира батальона, комиссаром батареи береговой охраны, начальником штаба Гудаутской штурмовой группы, начальником штаба 1-й бригады Гумистинского фронта. Участвовал в мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. В послевоенный период занимал различные должности в структуре Минобороны и Генштаба. В том числе был первым замминистра обороны, командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Абхазия. Последние годы Заканбей Нанба является руководителем Республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абхазии, возглавляет Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия Международный союз «Наследники Победы».
Немного о спорте. Баскетбольная команда Республиканской школы высшего спортивного мастерства Госкомитета заняла 3-е место в Кубке Волгоградской области. 10-й турнир памяти заслуженного работника физической культуры, заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера РСФСР Бориса Майзлина среди женских команд. Соревнования проходили в Волгограде с 13 по 16 марта. В турнире принимали участие 4 команды из Волгограда, Карачаево-Черкесии и Абхазии. Лучшим игроком команды была признана Эмилия Вилли. Тренирует команду Николай Гущин. А в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 14 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Атмосферное давление в норме, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24. Температура морской воды плюс 9, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.